Первый начал гореть баня, крыша бани. Потом перекинулся на второй этаж, на дом. Это сейчас Ильшат Сафин спокойно рассказывает о той страшной ночи 23 января в 3 утра. Его в суматохе разбудила жена. Чтобы спастись, супруги вместе с сыном выбежали в мороз на улицу. Побежали, и сразу сыну я сказала, я говорю, вызывай, я говорю, МЧСников, пожарных, все, что есть. Он начал с этим заниматься, мы с Ильшатом снег кидаем, чуть-чуть, где что, водой. Потом соседи разбудили помогать. Своими силами потушить пожар не удалось. Семье оставалось только наблюдать, как горит их кровный дом. Вот эти кадры. Пожарные прибыли в течение 30 минут и еще час подключались к гидранту, рассказывают погорельцы. По их мнению, отсутствие напора сыграло роковую роль. За это время огонь уже охватил все жилище. По предварительным данным, со слов пожарников, у нас... Они говорят, с бани вышла проводка. То есть как это? Соединение мед с алюминием дал знать. За считанные часы все сгорело. Так обидно, так прям жалко. Здесь вот стою, мне прямо больно, не могу прямо смотреть на эти. Сгорела бытовая техника, вещи и документы. Огонь не тронул, лишь одну книгу. Вот этот Коран, который у вас лежал в зале, да, вот во время пожара, вот он немножко так обгорел, но не сгорел, да? Как вы считаете, это что, знак какой-то от Всевышнего? Да, это знак Всевышнего. Всевышний дал и Всевышний забрал. Дай Бог, чтобы восстановить этот дом. Уцелевшая книга Аллаха теперь самая ценная для семьи Сафиных. Они надеются, что символ ислама займет свое почетное место в новом доме. Сейчас на экране банковские реквизиты Ильшата и Фирдауси. Они верят в помощь телезрителей. В планах семьи восстановить дом и начать новую жизнь. Ильшат Низамединов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.